Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния в этом году начался с крупнейшего тепличного комплекса «Саюри», где выращиваются различные виды огурцов, помидоров и зелени. Вредители обычно тут видно, что они бегают и летают прямо. А вот то, что вот это еще не факт, что имело значение вредителей. В ходе обследования используются несколько методов обнаружения вредителей. Визуальный метод, метод встряхивания и использование клеевых и феромонных ловушек. Наиболее опасными карантинными объектами, способными проникнуть и распространиться, являются не только западный цветочный трипс, но и вирусы томата, такие как вирус коричневой морщинистости плодов, вирус мозаики пепино, вирус пятнистого видания томатов. Они опасны тем, что они поедают клеточный сок, в результате чего растение погибает и, соответственно, снижается урожайность. Инспекторы Россельхознадзора в «Саюре» повесили 30 ловушек для томатной моли и 50 ловушек для западного цветочного трипса. Но также для собственного мониторинга агрономы предприятия размещают и свои приспособления. На данный момент в теплицах установлены вот такие желтые клеевые ловушки, на которые попадаются как карантинные и некарантинные объекты. Но благодаря таким ловушкам, в которых установлен феромон на карантинного вредителя, можно выявить их наличие в данной теплице. Устанавливается с расчетом одна ловушка на 250 квадратных метров. И на эту теплицу у нас получается где-то штук 6 ловушек уйдет. Устанавливается в самой облиственной части томата. По завершению обследования через несколько недель отобранные образцы, в том числе и ловушки, будут направлены на карантинную фитосанитарную экспертизу в Иркутскую лабораторию. И в случае обнаружения карантинных объектов будут проводиться мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию выявленных очагов. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, село Сырдах, Тулагина, Кильдямский наслег.